комплект светосигнального оборудования для безопасной посадки воздушного судна. На данный момент это максимально востребовано в северных районах, куда летает санитарная авиация. Совместно с пилотами и бортинженерами компания «Сахалайтинг» разработала мобильный комплект для малой авиации. В условиях санкций это отличный вариант импортозамещения, благодаря которому появилась возможность организовывать вертолетные площадки в населенных пунктах, даже без доступа к электричеству. Сами светосигнальные огни производятся в Москве. Мы являемся представителями по Дальнему Востоку. Остальное все пайка кабелей, сборка вообще самого комплекта, это даже изготовление ящика. Мы уже занимаемся сами. Это уже готовые и укомплектованные наборы. Здесь есть светосигнальные лампы, генератор питания, ветроуказатель и даже рабочие перчатки. Буквально через несколько дней они отправятся в северные населенные пункты, где они жизненно необходимы. Уже более 50 комплектов отправлены в районы. Полностью закрыты потребности в Кобяйском, Нюрбинском, Верхоянском и Алекминском улусах. Острая потребность с оснащением посадочных площадок ночным стартом стояла уже очень давно. Раньше в советское время ночных стартов не было, технологии совсем другие были, это надо электричество было подводить. А сейчас это очень можно с портативного генератора сделать, и оно можно поставить, и через день снять и увезти в другом месте, поставить это. В этом и кроется уникальность и большой плюс набора. Более того, у него доступная цена для поселков. Он в 2,5 раза дешевле, чем у производителей из других городов России. Стоит отметить, что в прошлом году на оснащение в бюджете было предусмотрено 25 миллионов рублей. Еще плюс к этому мы планируем именно площадки именно все-таки бетонировать этими переносными плитами, которые вот сейчас строит Алекма, построилась, но такую же, только маленькую площадку сделать. Это технологично и, во-первых, некоторые скажут дорого, но это такая площадка минимум 50 лет может существовать. Сахалайтинг планирует охватить всю республику, чтобы санитарная авиация и авиация-обеспечение могла в любое время суток приземлиться в населенный пункт. Ведь по нормативам федеральных авиационных правил в селах, где нет таких светосигнальных огней, не разрешается посадка воздушного судна. Светлана Амосова, Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск.